наши гости. Сегодня у нас очень добрый, теплый праздник, посвященный чувашскому полотенцу. Каждое вот это полотенце говорит о чем-то своем. Для того, чтобы в таком виде появился вот этот материал, вот этот холст, он проходит очень-очень долгий путь. И поэтому, если говорили бы мы о полотенце, наверное, мероприятие не одно должно было быть, а 3. Часами можно рассказывать, как он приобретает вот такой вид. Это ее сеют, растят, что-то потом какие-то операции, это отдельный разговор. А сегодня мы будем с вами говорить о вышивке, которая на этих полотенцах, и о предназначении этих полотенец. Конечно же, я уверена, с уверенностью могу сказать, что любой народ, каждая нация с гордостью, с уверенностью может сказать, что у них самая интересная история, самая богатая культура, самый красивый звучный язык, песни, танцы и, конечно же, вышивки. И в свое слово веское, как чувашка, могу сказать, я о своей чувашской вышивке. С гордостью, с уверенностью могу сказать. И вот, если посмотреть на эту выставку, вы можете увидеть книги, расположенные. Их не так видно, но они есть у нас. Первая книга «Чувашское узорное качество». Название говорит само за себя. Тут можете пополнить все свои знания о чувашской вышивке, о качестве. И к моему рассказу дополнение будет у вас с этой книги. Прекрасная, иллюстрированная и теоретически заполненная книга. Вот эти 2 книги посвященные. А вот эта чувашская вышивка, я ее поставила вниз, потому что место было, так-то она должна была занять место, наверное, вот здесь на первой полке. Евгения Жачева написала эту книгу. Она недавно умерла в зрелом возрасте, преклонном возрасте. Но до этого, если она и была пожилая, где только не была, куда ее только не возили, и в Тюменске, и Хабаровске, и Чувашии, и в Петербурге она была, рассказывала очень много о своей работе, о своей чувашской вышивке, которую отдала свою, можно сказать, жизнь. Чувашская вышивка. Есть, наверное, она у вас в библиотеке, можете своим читателям порекламировать, показать. Следующая книга у нас, которая вот здесь вот на выставке, называется, это не книга, а словарь, справочник. Коротко, ясно, о чем-то вот резко, если вам что-то нужно узнать, вы можете открыть эту книгу. Она, правда, на чувашском языке. И называется она «Чувашхалах Туме», но она интересна тем, сегодняшней теме, потому что здесь есть полотенце. И одна из видов полотенец, конечно же, это одежда женская, головной убор, сурбан. Выставка наша сегодняшняя без этой книги, уникальной книги «Чувашский костюм от древности до современности» была бы неполной. Почему? Потому что она по своей уникальностью, наверное, превосходит все эти книги, которые у нас есть и на выставке, и там на выставке, и вообще в библиотеке. Мы ее храним как зеницу ока, даем только здесь читать, изучать, потому что люди есть, которые хотят за любые деньги его даже купить. Те люди, которые очень заинтересованы, пишут исследовательские работы и занимаются вышиванием, и мастерят головные разные уборы, украшения. Все вот это здесь есть. Древнерусская руническая письменность. Человек, который изучил письмена чувашские, древние письмена, может прочесть по этим узорам, по этим геометрическим рисункам, вот этим, прочесть, к какому сословию это полотенце относится, к какому роду относится. Женщина, она всегда любила красоту и делала первые свои незначительные стежки тогда какими-то этими иголками. И оставляли свои вот эти знаки, какие-то знаки, и вот они до сих пор до нас сохранились. И с того времени можно узнать по этим знакам, что, куда, кому, какому роду относится вот этот
рисунок. Вот этот, по-другому говорят, тамга, это герб, да? Там же тоже вот такие геометрические фигурки. И вот эти геометрические фигурки женщины уже делали на своих украшениях, на стене, на своих холстах первых, на своих вышивках. Можно сказать, что как знак, свой семейный родовой знак на своих полотенцах. Поэтому можем узнать, к какому тому или роду это относится, что хочет сказать та женщина, которая вот эти знаки оставила. Умеющий человек это может прочитать. На этой выставке есть у нас полотенца очень древние, можно сказать. Это в начале 1800-х годов. Эти полотенца, вот холсты, они такие уже какие-то, я даже их боюсь стирать, поэтому они такого цвета приобрели. Это полотенце моей бабушки. Женщина должна была иметь, все женщины, чувашские женщины, должны были иметь навыки вышивания. И не дай бог они отклонились бы от своих этих узаконенных геометрических фигур, вот этих знаков. Я же объяснила вам, что вот каждый род должен был иметь свои определенные знаки. Девушка, собираясь выйти замуж, готовит себе приданое, да? И вот среди приданого она готовит, среди множественного приданого, сундуки набитые же были. Должно было быть полотенце для того, чтобы принять ребенка во время родов. Повитуха, когда появляется ребенок, чуваши были языческой веры, они всегда боялись, там, наверное, им все время казалось, что вот эти злые духи только витают в воздухе, чтобы как-то кому-то навредить. И вот повитуха должна была укутать этого ребенка быстрее, пока злые духи не наделали делов, там не напустили на этого ребенка чары свои. Поэтому повитуха должна была все это быстрее укутать этого ребенка, сохранить его от злых духов. Вот это полотенце мама должна была сохранить до следующих родов. В родах обязательно вот в конце на этом полотенце должны были быть знаки, которые показывали, что это как оберег. Если прочесть, то это как оберег. Там какая-то молитва должна была быть. Если все те полотенца для родов принятия, для люльки делала свое среди приданых у женщины была, у молодой женщины, которая готовилась к замужеству и к родам, то третье полотенце должна была вышивать крестная мать. И в итоге эти дети, девочка или мальчик, рожденные в люльке, выращенные, подрастают, кому-то приходится парню идти в армию. Опять же, по жизни, да, сопровождает полотенце по жизни. А раньше, в старину, у чуваш и у других народов, наверное, наоборот, к себе домой приглашали вот этого парня, как прощались с ним как будто бы навсегда, угощали, поили и вешали на него полотенце, тоже как оберег. В одну сторону, в другую сторону. В итоге, в течение дня, если его приглашали в разные дома, он приходил домой увешанный этими полотенцами. Крест-накрест надо было. Но мама, которая провожала своего сына, делала это полотенце, должна была делать полотенце длинное, и опять же на концах должны были быть вышивки, как обереги. И завязывали вот так. Мама его завязывала через шею, и опять же крест-накрест завязывали. Да, ведь вот отсюда свисали, вот эта молитва должна была свисать здесь. Это полотенце для армии, для парня. Подрастает девушка. И вот она должна выйти замуж. Из 7 лет она должна была готовить себе приданное. Почему? Потому что это очень трудоемкий труд, долгий труд. Она должна одарить всю родню своего жениха. 25-30 полотенец должна только сделать эта девушка. На всякий случай. Не знаю, за какую семью она выйдет замуж. Но в сундуке эти полотенца должны были лежать. Там и для этого туйбуже, говорили раньше, да? Конечно же, на такого человека полотенце не такое обычно простое повесишь. Хорошее добротное полотенце, опять же, с такими же вышивками для свадьбы. Знаете, вот каждое полотенце имело предназначение свое для тамады. И пузагачи-зем. А тогда все сразу видно было. Пузагачи-зем, которые со стороны жениха
всю свадьбу вели вот эти танцы. Старые люди песни споют, выйдут, чинно уйдут, а вот эта сторона жениха, парни Пузагатизем должны были отплясывать. И на них вешали, конечно же, вот эти полотенца. Девушка вешала, что вот это Пузагатизем. Это для этого полотенца. Потом, когда основная масса свадьбы гуляет, девушка отделяется от этой со своими девушками, подружками, идут в главный дом, где вот она должна будет жить дальше, повесить полотенце на одно место, украсить этими своими вышивками дом, подзорники, шторы, там кровать свою, подушки, все своя вышивка должна быть. Но девушка еще должна была повесить главное свое полотенце при входе сразу возле печки, кашта висела. Самое главное место, говорят, туда она должна была повесить это полотенце. Сразу видно было. Потом же все равно последние идут в главный дом, и вся свадьба, сторона жениха должна была увидеть, какая это невеста. Богатая, аккуратная, рукодельница. На празднике девушка это должна была вот зеркало там какое-нибудь украсить обязательно вот этими такими полотенцами. Тургедеси. И для применения полотенцем было бесконечно. Его можно было использовать. После праздников, конечно же, быстро это все убирали, клали в сундуки, хранили. Если вот такие узоры были совсем, можно сказать, старинные, то потом уже стали делать, видите, они более простые, но тоже означают, каждый знак означает что-то. Вот эти наверх древа. Я еще не сказала, когда ребенок рождается, полотенце в знак не говорила. Солнце, лучи солнца должны были быть. Наверх они смотрели. Сейчас где-то у меня, я хотела показать. Вот они, вот, видите, это лучи солнца. Семья разрастается, добавляются, вот дерево растет. Животные тоже означали что-то такое. Петушки, помните, петушками, голубями, подзорники, полотенца. Это было для украшения. Человек вырос, в армию сходил, пришел, нашел себе невесту, женился, свадьбу сыграли, да. И потом дети родились опять же, и приходит конец жизни. Я же говорю, что это переход с одного состояния в другое. Это как дорога жизни, от начала до конца. И вот, наверное, как по законам жизни человек умирает. Опять же, без полотенца у него никак не обходится. Когда человек умирает до 40 дней, я, как говорила, возле печки кашта висела, туда вешают это полотенце. 40 дней душа человека находится в доме, и оно даже, кажется, иногда туда-сюда качается. Может, просто сквозняк, но говорят, что душа человека качается и ходит. Когда есть похороны в доме, или на окно вешает, чтобы люди видели, здесь кто-то покойник, да, или же вывешивали на улице. И полотенце за гроб для похорон вешали на крест. И давали полотенце тому человеку, который несет, уже дарили это полотенце тому человеку, который несет этот крест до кладбища. И гроб, последний путь провожали тоже не веревками, как сейчас, полотенцами, 6-метровыми полотенцами спускают с 3 мест гроб в землю укладывает. Опять же полотенце. И вот я вам рассказала предназначение полотенца от начала жизни и до конца. Полотенце используют еще как головной убор. Это сурбан. Люся Николаевна нам сегодня расскажет об этом сурбане. Добрый день всем. Вот у меня на руках сурбан. Вот это, наверное, даже 3 метра здесь, да, ведь? Не только 2. А так обычно оно должно быть 2-метровые бывает. Есть 2-метровые. Что же означает слово сурбан? Откуда оно появилось? И что означают вот эти узоры? Как гласит легенда, давным-давно, оказывается, было не одно солнце на небе, а было 3 солнца. Было жарко, тепло, детям никакой одежды не было, они бегали на улице, и всем хорошо было. Ну, появилась какая-то кучка народа, им надоела эта жара, они стали кричать: ой, нам как жарко,
все тут выгорает, давайте убьем одно солнце. Аксакалы им говорят, шурзугалы, это уж по-чувашски шурзугалы, аксакалы им говорят, не трогайте солнце, придет беда, придет голод. Нет, не послушались, притащили, селом притащили охотника, говорит, стреляй, солнце. Он говорит, не буду стрелять, не буду, мы тогда тебя убьем. Испугался, охотник стрельнул, солнце прям в сердце. Одно солнце убили, но жара не спадала. Потом решили и второе солнце убить. Второе солнце убили, а третье солнце испугалось и ушло в небо высоко-высоко. И тут стало холодно, пришел голод, дети стали мерзнуть. Зима наступила, в жизни никогда зимы они не видели. Откуда-то лед пошел вместо дождя, потом снег пошел. Стали люди умирать и от голода, и от холода. Теперь эти одумались, опять побежали к аксакалам, шурзугалам, говорят, помогите, пожалуйста, что нам делать? Они говорят, вот, вы же нас не послушали, чтоб теперь вернуть нам солнце, хотя бы, говорит, одно последнее солнце, вам надо везде рисовать красные узоры. Везде. Мужчины пусть рисуют, пусть вырезают, а женщины начнут вот такие узоры, пускай, говорит, ночами ткут, рисуют тоже, вышивают. И вот пошли женщины, стали вышивать, зимними вечерами вышивали. Они делали всегда 3, тут, конечно, вот 2, а так 3 узора должны были делать, чтоб солнце видело, что там 3. Думала, наверное, вот оказывается 2 моих, вот действительно вот 2 они делали, вот 2 моих товарища там на земле, я тоже поближе. И вот что же означают вот эти, вот видите, вот наверх идут, вот женщины просят солнышко вниз спуститься, вот оттуда, вот они просят вот так. А вот солнце спускается, и лучи, тепло идет на землю. Вот оно вот так. Тут вот женщины просят, а тут солнышко уже свои лучи спускает. А вот сам этот сурбан, вот отсюда и появился вот этот сурбан. Его завязывали на голову женщины. Они вставали рано утром, чтобы мужчины никто не видел их волосы. Особенно этот свекр, рано же просыпается старый человек, они еще были, снохи должны были раньше вставать, голову вот так завязать, потом через шею должны были закрывать, и вот так назад, 2 полоски, вот так они назад до конца, вот так как параллельно лежали. Вот тут голова закрывается, шея закрывается, и вот 2 параллельные полоски должны были. Вот тут они завязывали это еще. Вот так она должна была идти. И они вот утром вставали так рано, гоняли скотину, доили корову. Что означает? Вот здесь вот 3 цвета. В основном вот белый, красный и вот черная полоса там должна была идти. Вот она, вот черная полоса. Белый цвет – это цвет чистоты, символ чистоты. Вот небо такое чистое, белое, вот она означает, вот с неба идет. А красный цвет – цвет любви, цвет семьи, а черный цвет – цвет земли. Земля должна быть плодородной, и она должна кормить людей. Вот эти 3 цвета. И она обозначает вот эти 3 цвета небесный, наземный и подземный мир. Вот она вот это и обозначает. Этот сурбан, когда шли войны, мужчины вот этот брали, прям завязывали как флаг и несли, говорит, против врагов. И, силу имела да. такую, да. А когда вот молодожены женились, их завязывали вот с этим сурбаном, чтобы никогда они не разрывали. Он же такой плотный. А если они развелись, то, говорит, эти старейшины аксакалы приходили, сами разрывали их на 2 части. Чтобы они уже, раз они развелись, значит, нет, навсегда. Уже туда-сюда нельзя было ходить. Вот тут такой магический смысл имеет головной убор чувашский сурбан.